Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами снова канал Элайф, и сегодня мы обсудим с вами вашу бурную личную жизнь на Таро Панда. У нас с вами будет 4 позиции по одной карте на ближайший месяц, как будет развиваться ваша личная жизнь. Вам может показаться, что одной карты мало, но это небольшое гадание, такое краткое, и оно действительно будет раскрывать информацию для вас, потому что одной картой Таро очень многое можно сказать, можно вообще весь день говорить. Вот если все-таки я когда-то запущу мои обучалки, ну это сложно на самом деле, да, объять все, что я преподаю на индивидуальных каких-то уроках, но все-таки, если я когда-то их запущу, вы поймете, что можно очень долго говорить про одну карту. Можно очень долго обсуждать одну и ту же карту даже в нескольких уроках. И мы сегодня вот как раз этим и займемся, да, то есть в разрезе личной жизни посмотрим одну карту Таро. Между прочим, Таро Панда у нас классическая колода, поэтому это еще удобней получается, да. И у нас с вами будет 4 позиции. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Ну, просто ближайший месяц, да, вот с момента вашего просмотра. Вам можно выбрать одну позицию и выбирать лучше не любимое число, там, цифру, да, или там цвет, а именно постараться выбрать то, что вот сейчас как-то вас манит, да, ведет за собой какая карта из этих. Или пуговица, вот я сегодня буду пуговицами обозначать. И пока я выкладываю карты, я также приглашаю вас на наш канал Школа Таро Альвиен. Там есть плейлисты на все темы разные, да. Ну, каналу, конечно, уже 5 лет, и вы можете там много чего увидеть. Все видео актуальны в момент вашего просмотра. На какое бы вы там ни наткнулись, заинтересовавшие вас, оно будет актуально, когда вы его смотрите, да. И на Элайф тоже шарьтесь тут в плейлисте гадания, и вы много чего найдете, да. И также есть канал гадания, заговоры, ритуалы Карина. Там тоже есть много чего интересного. Итак, давайте посмотрим наши пуговицы. Первая позиция — желтая пуговица. Вторая позиция — красная, вот такая маленькая пуговка. Или розовая, какая уж она, непонятно. Третья позиция вот такая вот персикового цвета. И четвертая, ну, типа фиолетовая какая-то, сиреневая, не знаю, темная какая-то. Выберите ту, которая вам больше понравилась, или по цифре позиции, да, первая, вторая, третья, четвертая. Но постарайтесь, может быть, и на карту как-то энергетически настроиться, да, какая карта вас манит к себе. Посмотрим вашу бурную личную жизнь на ближайший месяц. Расскажем, что она там у вас будет, как что происходить там, какой тип этой личной жизни. И надеюсь, что все выбрали. А те, кто еще не выбрал, просто ставьте на паузу, выбирайте и потом переходите на свой тайм-код. Я пока вот эти позиции отставляю в сторону, чтобы была наша центральная позиция, центральная фигура, да. Так, желтая пуговица. И наша карта, да, ваша личная, бурная личная жизнь в ближайший месяц. Тут у нас 10 пентаклей выпала. Очень хорошая карта, вы знаете, невероятно хорошая, потому что для большинства она будет означать в личной жизни такое серьезное развитие и именно спокойную личную семейную жизнь, да, серьезные отношения. Однако, если вы сейчас одинокий человек, может быть, вы очень настроены именно на свою какую-то, ну, семью, то есть мама, папа, там, не знаю, или просто ваш дом, и не особо чего-то хотите менять. Вот просто. Это карта счастья, стабильности и завершенности. Конечно, такая карта, она предполагает именно наличие семьи и тесных эмоциональных связей, брак, серьезные отношения или принятие в семью. Поэтому здесь всяко может оказаться, да. С одной стороны, если вы ничего менять не хотите, и вам вот так, как вы сегодня живете, комфортно, у вас все так и будет стабильно, благополучно, комфортно. Если вы хотите перейти в стадию серьезных отношений с кем-то, карта явно говорит об этом. Она говорит о том, что будет очень крепкий брак и денежный брак. То есть, когда есть
люди, которые ну вот решили, да, создать ячейку общества, и идет вклад, допустим, финансовый от мужчины там, в семью, да, или даже от обоих членов семьи, которые вот решили все это вместе сделать. Если вы имели проблемы в вашем браке, они явно будут устранены. Карта десятка пентаклей говорит о традиционности наших отношений и о том, что если у вас были проблемы в браке, явно все пройдет и наладится, да. Карта единства, карта общности, карта соединения людей. И многие могут по этой карте встретить обеспеченную вторую половинку в ближайший месяц. Поэтому, но опять же, вот если вы встретите эту вторую половинку, да, вот не будет вот этих скандалов, вот не будет вот этих взрывов эмоций, знаете, вот этих вот мексиканских страстей, а именно настроенные люди на нормальное проживание друг с другом, на нормальные сексуальные отношения, материальный вклад. Вы знаете, вот все только сразу же будет стабильно и хорошо. Между прочим, эта карта всегда говорит о том, что с обеих сторон силы рода поддерживают эти отношения. Поэтому, да, в вашей личной жизни в ближайший месяц все будет довольно хорошо, стабильно, процветающе. Ну, а если вы ничего менять не хотели, ну, значит, будете просто вашей стабильной жизнью жить обыкновенной. Ну, такая первая позиция. А мы идем с вами дальше. Извиняюсь, у меня окно открыто, тут все разъездились. Позиция номер 2. Карта вашей личной жизни, бурной, в ближайший месяц. Такая мини-пуговка. Интересно, кто выбрал такую мини-пуговку? Она вот меня очень привлекла сразу же. А привлекла ли она вас? Ну хорошо, давайте посмотрим, что у вас тут будет происходить в ближайший месяц. Тут у нас паж жезлов. А это значит, что в личной жизни у вас будет действительно бурное развитие в ближайший месяц, да? И карта показывает, ну, как сказать, человека, который для себя, да, человека, который нашел вас, вот как будто бы как открытие какое-то сделал, и такой замечательный человек, ну, достойный доверия, может быть. Между прочим, карта показывает энтузиазм в личной жизни, бурное развитие отношений, вот действительно бурная страсть. И ну, такое ощущение, что сексуальный импульс идет очень сильный, и люди имеют такое притяжение невероятное друг к другу. Вот неподдельный интерес именно этого человека к вам и вас к нему, естественно, да. Это может быть яркое, громкое знакомство, которое действительно приведет потом к развитию. Либо, если вдруг вы в отношениях сейчас находитесь, в паре или даже в браке, карта говорит о новой вспышке страсти и о том, что будет много проведения времени вместе, разговоров, переписок. Карта именно показывает бурную юношескую влюбленность и обольщение даже некоторое. Кто-то может буквально вас в ближайший месяц брать и соблазнять, да? То есть вот открытие, да, интересно. Человек для вас, человек вам как бы открылся. Человек раскрыл перед вами душу, сердце, там, я не знаю, да, и в вас он полностью заинтересован. Однако паж жезлов не всегда может быть полностью преданным. Почему? Потому что он вот такой вот у него гормоны играют. И если вы не дадите ему столько внимания, сколько он хочет, он может переметнуться еще куда-то это внимание добывать. Помните всегда об этом. Между прочим, паж жезлов говорит о новом опыте в сексуальных отношениях. И если вы уже там 20 лет вместе, да, всегда говорит о том, что вы начнете эксперименты. А может быть, раньше вас к этим экспериментам вообще ничего не толкало, да, а вот сейчас вы полны надежд и ожиданий от этих экспериментов. Ну, явно все кипит, все бурлит по этой карте, и поэтому вот вопрос расклада именно про вашу бурную личную там, да, или семейную жизнь в ближайший месяц вот как раз откликнулось здесь все, поэтому именно у второй позиции все будет прям кипеть. Ну, вот такая вот у нас вторая позиция. А мы идем с вами дальше. К позиции номер 3. Ваша бурная личная жизнь в ближайший месяц. У нас идет гадание онлайн на Таро Панды. Так, наша персиковая пуговка. Такой интересный цвет. И давайте посмотрим, что же там у вас. Какая карта? Ух ты, двойка кубков. Тяну сегодня я карты хорошие на самом деле.
Вот кто бы мог подумать, что такая карта здесь выпадет, да? У вас прям идиллия, я бы сказала, в личной жизни в ближайший месяц. Вы с кем-то будете в отношениях совершенно точно. И о никаком одиночестве карта явно не говорит, да? Она говорит, даже если вы сейчас супер одиноки и чрезвычайно и бесконечно одиноки, ну уж хотя бы с кем-то переписываться и перезваниваться, или просто, ну, какие-то будут знакомства, это совершенно точно. Или очень интересное знакомство одно, да. Но все же большинство, кто гадает и находится в отношениях, пусть даже в сложных, и карта говорит о взаимных чувствах, о развитии отношений, именно благоприятном и гармоничном. Она всегда смягчает все неблагоприятное. То есть она поворачивает время вспять, можно сказать, и устраняет весь негатив между людьми. Если вдруг вы хотите с кем-то помириться, построить нормальные отношения, вы можете 2 кубков носить с собой, и вы увидите результат. То есть она настроит вашу жизнь иначе, чем она была, да? А те люди, которые хотят встретить свою половинку, должны ради этого носить эту карту с собой как талисман, чтобы вторая половинка скорее нашлась. Так вот, все препятствия на пути ваших отношений, вашей личной жизни будут устранены в ближайший месяц. Партнерство здесь крепкое, никаких конфликтов в нем обычно нет. И карта говорит о невероятном взаимопонимании и притяжении душ друг к другу, нежности, романтике. Это не такая карта, что вот секс на первом месте, да, или там деньги. Это именно люди друг у друга на первом месте. Забота, когда ты там, не знаю, кушать можешь приготовить, сделать какую-то приятную мелочь, да, плед принести или еще что-то такое. Вот понимаете, связь видна невооруженным глазом, и нежность между людьми заметна всем окружающим людям. Между прочим, ну, я бы сказала, 2 чаш — это такая карта как удачного союза, и она чаще всего ведет именно к браку. Здесь люди не хотят видеть рядом с собой никого другого. То есть уже вот слияние идет 2 сердец, да. Поэтому, ну, я бы сказала, вас, может быть, столкнет со второй половинкой, либо вы уже находитесь с этим человеком, но отношения явно будут очень-очень хорошие и светлые. Главное к этому стремиться. Ну, такая позиция номер 3. Замечательная позиция. А мы идем с вами дальше к нашей темненькой фиолетовой такой интересной пуговице. Что-то написано еще. Канда. Since 1841. Не знаю, где ее нашла. Ладно. Давайте посмотрим, как будет развиваться ваша бурная личная жизнь в ближайший месяц. 4-я позиция. Что тут у нас? Иерофант. Ну, бурным, прям обалдеть, каким бурным его не назовешь, конечно. Он скорее показывает духовные отношения, платонические отношения. Люди могут даже рядом не находиться, но постоянно быть связанными друг с другом именно энергетически, думать друг о друге постоянно. Карта часто предвещает свадьбу. Вот честно, правда. Но не обязательно в ближайший месяц, а к этому может просто идти, ну вот как бы сама ситуация, да. Иногда карта может просто показывать крепкий брак. Ну, то есть, если вы сейчас в браке находитесь, ничего не изменится, вы будете находиться в очень крепких, стабильных отношениях, и все будет в них очень хорошо. Карта никогда не говорит о простой симпатии. Она может говорить о крепкой дружбе, это да. И она может говорить о невероятной любви, о духовной любви, платонической, но она не говорит о симпатии. Что вы просто кому-то нравитесь, нет, такого не может быть. Карта именно будет показывать сильную привязанность такую душевную. Может казаться, что просто нравитесь и симпатичны, но внутри это будет гораздо большее что-то, большее притяжение. Иерофант — это правильный партнер. Он появляется в жизни тогда, когда духовное развитие достигает надлежащего уровня, и чтобы ничем эту связь не омрачать. И это традиционная такая карта, да, любит традиции.
Поэтому здесь чаще всего человек хочет в брак, хочет венчаться там в церкви, например, да, или там по религиозной традиции. Между прочим, карта иногда может показывать кого-то старой закалки. Ну, то есть, мол, вы в отношениях будете с человеком, который, извиняюсь, это окно открыто, ценит семейные традиции, ну, по всем правилам может приглашать девушку на свидание, дарить цветы, подарки. Вот знаете, прям в прогибе такой стоит кавалер такой, да, или если девушка, женщина, а вы мужчина, то она ценит традиции в семье, она старается сделать все для дома, для детей, хочет такую вот семью, да, чтобы дом полная чаша. Вот вы знаете, эта карта очень серьезная на самом деле для серьезных отношений, но не для бурных отношений. Она устраняет проблемы в отношениях, она снимает дискомфорт, это да. Но здесь не на сексе никто не ориентирован, а скорее на хороших, добрых человеческих отношениях друг к другу. И неверность не может проходить по иерофанту, то есть никто никому не изменяет, это факт, и никому не врет. Здесь, если даже что-то случилось, как бы люди говорят друг другу об этом очень честно в глаза. Понимаете, ну вот такая карта очень светлого человека. И я думаю, что просто в ближайший месяц рядом с вами будет серьезный светлый человек или просто очень хороший друг, который в душе вас любит, да, или это будет, ну, ваш человек, с которым вы ну, в отношениях будете или есть уже, и ну, уважает вас, уважает и ценит. Ну, он может быть в возрасте, если вдруг вы уже сами тоже в возрасте, да, и тогда здесь люди, ну вот, именно уважительно относятся, старые закалки, вот как говорят, вот он иерофант. Но нет вот этих вот, знаете, бурных-то, кипящих, как в мексиканском сериале «Страстей», когда там Роза заметила чью-нибудь измену, куда-то побежала там или еще что-то. Или там просто Мария потеряла на улице случайно в забытии своего сына. Ну, вот понимаете, нет такой ерунды вот этой всей. Там сплетен каких-то не бывает по этой карте. А наоборот все. Вот даже скучно. Скучно даже, понимаете, будет. Но зато очень хорошо. Ну, вот такая позиция номер 4. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал Life. Всем пока и до новых встреч.